Поэтому, естественно, у каждого есть имена, у каждого есть свой возраст, своя иерархия. И не у всех не все бахсы могут убирать различных сущностей. Там зависит все от ранга. А у Асем Ханым ранга хватает. Прям вот реально ранга хватает. Потому что она работает с различными цивилизациями. А цивилизаций у нас очень много. Если вам кажется, что мы здесь одни, мы здесь не одни, далеко не одни. Так как я прохожу обучение, мне это уже давно показали. Откуда, зачем, почему. Поэтому там очень много цивилизаций с различными силами, с различными вибрациями. Тем более сейчас, мне сегодня показали такую информацию, что сущности высокого ранга пытаются сидеть на верхних чакрах. Поэтому у людей с большой энергией очень часто бывают головные боли, какие-то проблемы с головой. Они управляют мыслями, они направляют эти мысли к вам. Они в горловой чакре сидят. Вот эти архонты всегда в горловой чакре. Инсектоиды сидят всегда в горловой чакре. И они еще придумали, вот как мне сегодня показали, они придумали какой-то механический, не механический, но там тоже оно делится, это никому не видно, но они придумали какую-то систему, которая может сидеть на верхних чакрах и отправлять энергию вниз. Поэтому сущности думают, что они уже тоже намного стали грамотными и цивилизованными, что они могут уже повысить свои вибрации. Так, это я о чем говорю? О том, что у Асем Ханым хватает мощности вот именно с такими сущностями высоковибрационными, которые по рангу высокие идут, но низкая вибрация, да? Как вам сказать, в аду тоже есть разные ступени. Допустим, 1 и 10. 10 самый большой, 10 самый маленький, 1 это самый такой мощный. Так вот, она может убирать и это. Цена марафона или цена чистки? Чистка будет стоить 50% скидкой в четверг 10 тысяч, а марафон идет 12 дней, 65 тысяч тенге. Для чистки вам нужны наушники. Но сначала, конечно, сделать оплату, написать в WhatsApp Асем Ханым, сделать фото, полностью данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения, город, где вы проживаете. И фото, обязательно фото, потому что она работает с тонкими телами вашими. И вот, когда вы прочищаетесь, вы будете замечать, что первое, что вот особенно женщины, это вот легко, что на вас будут обращать внимание и вам будут улыбаться. Все, энергия, значит, запущена, вокруг вас меняется вибрация. Да, это все будет онлайн, офлайн не принимает. Онлайн, это же хорошо. Сейчас же все же онлайн. Сейчас же у нас же структура поменялась. Да. Понимаете? Сейчас у нас вибрации другие. По старым методам они уже практически не работают. Сейчас все бахсы переучиваются именно на онлайн. Это, кстати, это тяжело. Не все даже могут бахсы так делать. Потому что там должна быть очень мощная психическая энергия. А обычному простому человеку, вот, допустим, я раньше собирала свою психическую энергию, мне нужно было 4 года. Я вот собирала, чтобы конкретно какое-то мое желание исполнилось, да? А теперь до такой степени меня прокачали, что, я же говорю, я даже боюсь сейчас думать о чем-то плохом, потому что оно, хопс, вот так вот по щелчку моментально притягивается. 50% скидка только на четверг. И только кто пришел со стрима. Кто сидит в стриме. Это 10 тысяч. Вообще 20 тысяч. Для россиян, кто в Америке, с Европы, 2500 рублей. Это для казахстанцев только, он тенге. 2500 рублей. Рублевый счет. Да, Асем Ханым же у нас работает на мировом уровне. Я часто забываю вот эти рубли и евро, доллары говорить. Там цена разная. Угу. Четверг. Во сколько будет? В 10, да? В прошлый раз 10 было? 10 вечера. Вообще очень удобно. Одел наушники, подключился и все. Сиди, слушай. Больше ничего не надо. В WhatsApp напишите, Асем Ханым. Вам же, да, надо будет писать? В шапке профиля вот на экране написан номер WhatsApp. Номер WhatsApp пишите, и вам потом всю информацию дадут.
Конечно, приходите, это такая классная возможность. Одел наушники, приготовил 2 стакана воды или 2 0,5 бутылочки воды, открыли их, поставили перед собой, и все, вуаля, все готово. Там не мертвая, не живая, там только 1 стакан надо, как сегодня, 1 1 стакан. Да, а есть чистка с мертвой и с живой водой. Ребята, очень много чисток, можете на сайт зайти и посмотреть цены. Очень много чисток. Я лечение делаю и через воду. Заговариваю мертвую воду, чтобы вы почистили весь негатив в своем физическом теле, принимая эту мертвую воду. Потом, после мертвой воды, вы пьете живую воду. Да, можно. Какую вы пьете, такую и берете. Без разницы какую. Фильтрованную, нефильтрованную, кипяченую, из чайника, не из чайника. Какой ваш организм принимает воду. Ой, я же забыла рассказать, знаете что? Когда вот я же ходила к гипнологу, слипером быть. Мне же вот эти бесы, сущности, они говорили, мы, говорит, ей не даем пить воду. А помните, я вам говорила, я раньше не могла пить воду вообще. Я пила только чай. Даже воду они забирали, представляете? А чай, между прочим, блокирует шишковидную железу. Да, знаете, поэтому я раньше чайниками чай пила. Я сейчас чай не пью. Я заметила, что я сейчас чай не пью. Я вот заварку как купила 3 месяца назад, она у меня до сих пор еще закончиться не может. 5 литров не надо. Зачем 5 литров? Я вообще говорю, стакан воды и свечка. На четверг стакан воды, свечка, наушники. Тем более в четверг приходит еще наша Арвахтар, которая силы рода, помощники, которые помогают своим... Қалай айтатын? Ұмытып қалдым да? Балаларға көмектесетінді қалай айтады? Ешьте. Потомкам, вот. Жоқ, потомкам көмектеседі. Приходят помогать своим потомкам, Арвахтар. Арвахтар приходит помогать своим потомкам. Девочки, я не в исламе. Какой платок? О чем вы? Я в цимбрианстве. Тенгри. Вообще, сейчас что-то жалбыратып отырсаңыз болады. Хорошая проводимость. Да. Для чего нужна свеча? Потому что наши предки приходят на огонь. От баса. Неге айтат, от баса. Горячий огонь. Где есть огонь, там есть жизнь. Вот прямое значение от баса. Мне, знаете, такие мелочи прям показывают, где такой глубокий прям смысл. Вот армасас. Икен, почему армасас? Оказывается, честь, достоинство. Только джинны и шайтана могут не выдержать этого слова и убежать оттуда. Армасас. А тот, кто выдерживает это слово, он, оказывается, физически его уже Арвахтар поддерживает. Вот такие вот слова, которые, знаете, вроде бы как мелочные, да? Но они такие значимые и такой глубокий смысл. Вот от баса, армасас. Вот я сижу, вот так, как мне покажут, я потом как задумаюсь, уйду в думку, и потом сижу, думаю, вау, вот это да. Что, серьезно? Вот одно такое слово, честь, достоинство в одном слове, а это же еще идет еще же как уважение ко всему живому и уважение к своим предкам. Над Шанрахом еще, Армасас над Шанрахом же стоит. Это вообще там такой глубокий смысл. Я 2 дня ходила, думала вот об этом, переваривала, представляете, когда услышала значение. Какие коды? Ограничений нету ни для кого, ни месячные, ни беременность, ни кормление грудью не является ограничением. Наоборот, во время беременности, если вы почиститесь, будут легкие роды. Надо спросить, Ардах родила, нет? Недавно девушка, помнишь, это беременная проходила же? Да. 10 лет у них стройка стояла, дом не могли достроить 10 лет после первого марафона, они уже крышу накрыли, уже заканчивали стройку. Представляете, да, как работает марафон? Как все закрутилось у нее. Да. А это вот эта девушка, которая квартиру купила сразу после первого марафона, она хотя пошла просто и для здоровья. Да. Для здоровья, и после первого марафона, когда она не могла, сколько, 18 лет, да, у них, она снимала квартиру, ходила, и после этого они сразу купили квартиру. Тоже негаданно, нежданно, да? Да. Вот у меня реальный случай был. После первого марафона мне муж машину подарил. Все работает. Самое главное идти с тотальным доверием, и все. Довериться себе,
своим предкам, Арвахтар, потому что они приходят, мы их просто иногда не видим, не замечаем и просто игнорируем. Да. И довериться, естественно, Бахсы, потому что такой проводник с такой мощностью просто будут сметать. Вот у меня сколько, да? У меня первые 3 марафона убирали таких столетних демонов, тысячелетних демонов. У меня контракты там такие были. Прям, я сама думаю, блин, надо же 1000 лет и ходить лохом. Вот реально, у меня там такие демоны, и они все, между прочим, у меня были агрессивные. Прям вот они уже все заелись, я как их собственность ходила. Ничего, убрали. Вот это реально так оно и работает. А сейчас они уже сами, я уже говорю, вы либо посторонитесь, либо на свет пойдете. Все, они просто уходят. Как бы они не хотят уже со мной связываться. Да, еще очень много иголок тоже у Зары выходят, потому что делают в этом воплощении очень много было порч у Зары. Да, у меня иголки до сих пор выходят, да, у меня с глаз выходят, с правой стороны, вот до сих пор по одному она прям вылазит. Вот после разовых чисток, я же принимала сколько, 3 чистки, да? 2 чистки принимала. И у меня с шеи вышел комок, как будто бы шерстяной с иголками. Знаете, прям как ежик, натыканный. И вот я сейчас смотрю, вот у меня этот участок шеи, он прям не так сильно болит, но иголки до сих пор выходят, потому что я вот руками начинаю трогать, и я как будто бы их выдавливаю оттуда, вы представляете? Я их выдавливаю, и мне прям как будто бы хорошо становится. И мне прям реально показали, из-за чего у меня болела голова. Вот у меня вот, знаете, где Атланта же есть позвоночник? Атлант, первый позвонок, да, это кажется? Да. Вот, у меня вылазит с Атланты. И говорит, вот почему, говорит, у вас в роду был искривленный Атланта, поэтому были проблемы с тазобедренным суставом из-за этого. Потому что они сидели вокруг. Атланту при родах, это было где-то в 26-м году 20 века, при родах начали сворачивать новорожденным, вот, ну, чтобы была покорность. Да, специально. Специально. Почему казахи рожали раньше, казашки рожали стоя? Ана неге асылып осылай баланы солай туған, это правильно. Вообще надо, ну, полусидя или вот так на картах, надо рожать вот так в вертикальном состоянии. Начали принимать роды лежа, родовые пути, они как-то, ну, трудно ребенку проходить. Ну, делали подвывих Атланты, понимаете, да? Первый позвонок. Подвывих делается, и человек становится покорным. Почему біздің ата-бабаларымыз бұрынғы кезде осындай рухпен қаншама жерді жаулап алған? Потому что рожали их правильно. А сейчас рожают рабов. Да, вот еще мне, знаете, какая информация была? Показали, как клонируют. Сейчас уже дети рождаются бездушные, да, многие есть уже бездушные, их меняют, как бы души забирают и туда подселяют уже рептилоидов. Это как эти исходный материал. В позапрошлом году уже ребенок 5-летний был, индивидуальная очистка. Полностью душа рептильная была. Ребенок не болеет вообще. Представляешь, да, 5 лет? За 5 лет она ни разу не заболела. Да, они же еще безэмоциональные. Ну, знаете, здесь их тоже немало, если честно. Мы просто этого не замечаем. Так. А, вот, еще знаете, что мне показали, как матрица снимается. Как меняется матрица. Она как мелкие кубики, много этих кубиков. И она сначала идет такая иллюзорная, красивая, но когда ты ее начинаешь разбивать, она становится такой черно-белой какой-то, что ли. И потом она вообще растворяется. Когда она растворяется, значит, ты вышел из матрицы. Вот это тоже прям вот, я даже не знаю, как это описать. Но эффект такой удивительный. Потому что раньше я такого не видела. Нет, мне не во сне показывают, вот так, наяву, как я хожу в осознанном состоянии. Во сне я даже сейчас редко путешествую, или я просто не считаю это нужным и не запоминаю, просто выхожу. Если я раньше жила через сновидение, то теперь мне подсказки уже идут
напрямую. Я просто вижу уже эти подсказки. Поэтому как бы во сне я уже перестала обращать внимание, что ли. Ну, приходят иногда во сне подсказки, но уже как-то редко, потому что наяву ты понимаешь больше. С пространства. Подсказки приходят с пространства. Это мой дух, мое высшее я мне показывает. А, вот, да, на последней же чистке я же увидела свою первую проекцию. Я потом, помните, вам фотографию отправила, которую 15 лет тому назад я просто сделала, потому что она мне понравилась. И я же еще эту фотографию сохранила. Да, у меня моя первая проекция, это был мужчина, поэтому у меня характер немножко как у мужика. Сказала, пошла, сделала. Мне что, как женщине ломаться, понтоваться, да? Да. А это вот же с мужским характером это тяжело, это тоже опыт, потому что надо принять вот эту свою женскую половину. А у нас же многие женщины же не умеют, потому что нам гордость мешает. Вот мне лично мешала гордость. Я все время говорила, нет, я не слабая, я сама все могу, зачем мне нужен кто-то? А сейчас нет. Сейчас я принимаю свою женскую половину. Думаю, пускай муж со мной ходит везде, ездит там, да, где-то я его послушаюсь, даже если это будет не так, но я учусь быть внутри женщиной. Это так тяжело перенастроиться, но это тоже надо уметь, оказывается. Вот это мой опыт. Так как я нумеролог еще, у меня же двоек много, это значит научиться быть женщиной. Так что вот когда вы на марафон будете ходить, будете проходить чистки, марафоны. Если проходите марафоны, и в этот момент у вас проходят какие-то разовые чистки, берите. Это будет вообще бомбически. Энергии быстрее начнут работать с вами. Только идите осознанно. То есть я иду для своего здоровья. Не надо сидеть в ожидании. Вот я прошла, почему-то сейчас ничего нету. Это все зависит только от вашего восприятия. Потому что многие сидят в ожидании какого-то чуда. Чудо каждый день происходит, просто мы этого не видим. Даже элементарно, вот у нас возле дома так много ласточек летает. Прям очень много. И я это воспринимаю, что моя семья будет вот такой крепкой, дружной, как эти ласточки. Значит, мы никогда не расстанемся, мы будем всегда вместе. Вот такие вот, знаете, мы это часто не замечаем, но так оно и есть. Да, это знаки, это показывают через пространство. Да, через пространство показывают. И вот я заметила, что пытаются меня покусать, вот эти вампиры, да, но в итоге все равно у них не получается. У меня еще, знаете, что вот эти, у некоторых есть джинны такие, знаете, эгоистичные, которые говорят, ты что, светлячок, да, я тебя сейчас задавлю как-нибудь. И пытаются, вот особенно на дорогах почему-то, я у мужиков вызываю агрессию, то, что баба за рулем. Они мне прям показывают, типа, свалила с трассы. Я говорю, а почему я должна сваливать с трассы? Я ничего не нарушаю, я еду дальше вперед. И они меня обгоняют, показывают, ты кукушку вот так, типа, ты что, дура, что ли? Я же тебе сказала, отойди. Представляете? Это и я вижу прямо, кто это говорит. Это их джинны, прям такие рожи страшные. Так что идите на марафоны, на обучение. Это вообще супер, это вообще классно. Обожаю Асем Ханым, потому что у нее милосердие прямо на всю нашу планету. Она не всех сущностей выгоняет, убивает, она их выгоняет, но отправляет в свое измерение. Только самых агрессивных, которые уже совсем охренели, могут их разорвать. Так она даже к сущностям милосердна. Потому что вот когда я увидела это, кстати, на первом марафоне, мне это показали, что голодные души, они не сразу становятся голодными душами. Их довели до этого. И вот как они плакали и говорили, что да, я когда-то был такой хороший, потом меня сделали вот так и вот так, и вот этот буллинги всякие меня довели, я умер от этого, поэтому я стал такой плохой. Даже в этом случае они тоже, сущности, хотят идти на перерождение, да, то есть либо в свет уйти, либо в свое измерение. Даже в этом случае Асем Ханым проявляет милосердие. Поэтому вот после третьего марафона я реально видела, как перед ней вставали на колени. Звучит, конечно, как полная сказка, но так оно и есть. Здоровые, огромные, вот эти вот джинны, которые стояли на коленях. Ну, не перед каждым шаманом
и экзорцистам могут проявить уважение. И если даже такие демоны высокого ранга проявляют уважение, это нужно задуматься, что значит у этого человека хватает мощности и энергии принять такое уважение. Вот. Зара, Все сказала, кажется. Ну, это так незаметно, да, но на самом деле ваша же астральная, как сказать, проекция, она же намного большая. Она же большая, она же не такая маленькая, как вы на физическом уровне.